Исраил Богатырев всю свою жизнь живет в Сурхахах, и как депутату местного самоуправления ему не безразлична судьба родного села. Новому дому культуры, который строится по улице Предгорная, он, как и все местные жители, не может нарадоваться. Он частенько приходит на стройплощадку посмотреть за ходом работ. Из-за отсутствия своего культурного центра в различные развивающие секции и музыкальный кружок детей возят в Назрань и Магаз. А с открытием своего дома культуры решится сразу несколько проблем. Помимо культурных мероприятий, да, секция самаж худндигу, уюр дал кала хамят, ханзал схая. Анчо гадда хаду твоемотик хаеж. На стройплощадке, не покладая рук, трудится около 20 рабочих. Сейчас они ставят опалубки для бетонного каркаса. Все бы ничего, если бы не некоторые сложности. У рабочих возникают проблемы с рельефом местности и перебоями электричества. Но несмотря на все трудности, от графика строительства не отстает. Здание прямоугольное, каркас здания, монолитный железобетон. Здание одноэтажное. Строительный объем 5300 кубов. И наружная отделка, вентилируемый фасад, керамогранитные плитки на подсистему с утеплением будет. Кровля шатровая, скатная. Согласно плану, строительство Дома культуры начали в конце июля. Объект возводится по федерально-целевой программе. Библиотека с читальным залом, большой актовый зал на 180 мест, артистический, гримерный, зал хореографии и вокала. Кроме того, в новом Доме культуры предусмотрели возможность проведения различных массовых мероприятий, концерты, сходы граждан и не только. Это было необходимо для нас, потому что когда тут построится школа, построится детский садик, это будет удобство для детей. Кроме культурного воспитания подрастающего поколения, новый Дом культуры обеспечит жителей Сурхахи дополнительными рабочими местами. Завершение всех строительных работ и ввод здания в эксплуатацию планируется к концу этого года. Судя по темпам строительства, можно с уверенностью сказать, что подрядчик с поставленной задачей справится в срок. И жители сельского поселения получат новый Дом культуры, который, по всей видимости, станет визитной карточкой села. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Новости 24.